судебное заседание не явились. Адвокат Таня Марина, защищающая интересы подсудимых Чкаду Эрика Юрьевича, Ганба Беслана Тотовича и Глаба Аслана Дауловича. И защитник подсудимого Ганба Беслана Тотовича Шантау Глаб Бойкович. На судебное заседание не доставлены подсудимые Чкаду Эрик Юрьевич, Ганба Беслан Тотович, Ахалай Дату Ривазович, Ахалай Демур Ривазович. Касаемо подсудимых имеется соответствующий акт, а также заявление от последних. На судебное заседание не явились потерпевшие Бушвили Швена Визбаровна, Татьяна Лейла Олеговна, Шамба Хаджират Ливарсович, Шамба Рустам Раухович, Шамба Ливарса Михайлович, Авиц Башамиль Ливазович, Братухина Майя Викторовна, Зарандия Отарий Родович, Лежий Вадим Робертович, Озган Виола Константиновна, Тбар Руслан Константинович, Басария Дата Сергеевич, Цава Жамал Григорьевич. Уважаемый помощник, вы в своем выступлении коснулись того, что появился адвокат, вы сказали, Скнарин, да, защищающий интересы с прошлого судебного заседания, он уже не представляет. Прошу прощения. Также адвокат Марина Таня, также вы оговорились. В этой части внесите поправку. Не явился адвокат Скнарин, защищающий интересы подсудимого Ахалая Дату Ривазовича, и не явился адвокат Таня Марина Георгиевна, защищающий интересы Ганба Беслана Тотовича и Глаба Аслана Дауловича. Также я оглашу акты и письма, которые поступили на имя председательствующей по делу. С подписью начальника СИЗО СКБ и начальника СИЗО СКБ КБ Кисян, дежурного СИЗО СКБ Сельбян, поступил соответствующий акт следующего содержания. Ахалая Демура Ривазович, Ахалая Дату Ривазович, Ганба Беслан Тотович, Каду Эрик Юрьевич отказались выйти из камеры на судебный процесс, назначенный на 4 октября, о чем составлены соответствующие акты. Также приобщены заявления от вышеуказанных подсудимых, в частности подсудимого Чкаду Эрика Юрьевича, следующего содержания. Говорит, он отказывается явиться на судебное заседание по состоянию слабости, в связи с чем не согласен на проведение судебного заседания без его присутствия. Число, подпись Чкаду Эрика Юрьевича. Также заявление от подсудимого Халая Демура Ривазовича аналогичное. Отказывается явиться на судебное заседание по состоянию слабости, в связи с чем не согласен на проведение судебного заседания без его присутствия. Число, подпись. А также от подсудимого Халая Дату Ривазовича заявление, который также отказывается явиться по состоянию слабости, в связи с чем не согласен на проведение вышеуказанного заседания без его присутствия. Число, подпись. И подсудимого Ганба Беслана Тотовича аналогичное заявление тоже против, значит, он также, значит, ссылается на свое состояние слабости, в связи с чем не согласен на проведение вышеуказанного заседания без присутствия. И также приобщена на каждого, наверное, так понимать, это, наверное, медсестра, это из журнала, значит, выписка, что Ахалая Дату Ривазович, Ахалая, наверное, все-таки, это тема, или Дату Ривазович, да. Тоже от сегодняшней даты такие сведения, что Ахалая Дату, наверное, да, артериальное давление 100 на 85, жалобы на слабость, боли в животе. Также в отношении Ганба Беслана Тотовича артериальное давление 120 на 90, жалобы на слабость. Чкаду Эрик Юрьевич тоже с артериальным давлением 85 на 60, жалобы на слабость. В отношении Ахалая Демура Ривазовича давление 85 на 60, головокружение, слабость, боли в костях. И в отношении Глаба давление артериальное 110 на 80, жалобы на то, что во рту привкус ацетона. Подпись врача, наверное, медсестра Хватския. Уважаемые участники процесса, если имеете желание, можете начать ознакомиться с актом, который было озвучено в полном объеме. Далее также поступила в канцелярию Верховного суда, значит, письмо датировано 3 октября сего года, следующего содержания, что 26 сентября 2022 года содержащего в СИЗО СКБ подсудимый Ахалая Демур Ривазович Кадва Эрик Юрьевич, Ахалая Дату Ривазович Глаба Аслан Даулович и Ганба Беслан Тотович отказались от приема пищи. Данная голодовка продолжается по настоящее время. Подпись начальника СИЗО СКБ. И также приобщены заявления от Ахалая Демура Ривазовича, от Ганба Беслана Тотовича,
Булава Аслана Дауловича, Чкаду Эрика Юрьевича и Ахалая Дату Ревазовича. Они идентичны, следующего содержания, что они объявили голодовку, отказываются от приема пищи, от передач по причине отказа в удовлетворении ходатайства о закрытом судебном заседании. Претензий к руководству и сотрудникам СИЗО СКБ не имеют. Что вообще идентичны? Ну, тогда я оглашу на каждом. Я огласила заявление Ахалая Демура Ревазовича, следующее заявление от Буганда Беслана Тодовича, который отказывается от заседания, имеется в виду, объявляет голодовку, поддерживает Ахалая Демура Ревазовича, Дату Ревазовича, Булаву Аслана, Чкаду Эрика, претензий к СИЗО СКБ не имеет. Значит, также заявление Булаву Аслана Дауловича объявил голодовку по причине поддерживаю ходатайство Чкаду Эрика Юрьевича, не согласен с продлением срока содержания под стражей, требует изменить на другое, считает незаконным. Будет намерен в Президиум Республики его апеллировать в Президиум РА. Не имею никакого отношения к данному уголовному делу. Число подписей. Далее заявление Чкаду Эрика Юрьевича объявил голодовку по причине отказа в удовлетворении ходатайства о закрытом судебном заседании. Претензий к СИЗО СКБ не имеет. Число подписей. Ахалая Дату Ревазовича объявил голодовку по причине отказа в удовлетворении ходатайства о закрытии судебного заседания. Претензий к СИЗО СКБ РА не имеет. Число подписей. Далее также имеется за подписью начальника СИЗО СКБ заявление, содержащегося в СИЗО СКБ подсудимого Чкаду Эрика Юрьевича, следующего содержания, что я, Чкаду Эрика, не заключил договора с каким-либо адвокатом после отказа от услуг адвокатов Тани Искаевна. Число подпись датировано 3 октября сего года. Вот такие вот заявления на имя председательствующих, уважаемые участники процесса, выразите свое отношение по поводу продолжения судебного заседания при указанных обстоятельствах. Уважаемый суд, что касается неявки подсудимых, это одно. У нас основное препятствие для проведения судебного процесса является отсутствие защитника Чкадова, который обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Законодательством запрещено соответствующее проведение процессов либо хода предварительного расследования в отсутствии защитника. В этом случае на прошлом судебном заседании было предоставлено соответствующее время Чкадова для того, чтобы он обратился к адвокату, который бы представлял его интерес. Как нам сегодня стало известно, он не воспользовался своим правом, сроки, которые были ему предоставлены законом, они прошли, в связи с чем мы считаем невозможным проведение процесса при данных обстоятельствах с одновременной просьбой направить в палату коллегии адвокатов соответствующее письмо с предоставлением государственного защитника на последующий процесс. В случае необходимости с предоставлением соответствующего времени, это уже в рабочем порядке, наверное, будем решать либо на следующем заседании. Время для ознакомления с материалами уголовного дела. Согласованное. Уважаемый суд продолжит судебное заседание в отсутствии защиты у подсудимого Чкадова, считаю невозможно.
проведением судебной коллегии Верховного суда на предыдущем судебном заседании адвокаты Таня и Скнарин были освобождены от защиты интересов подсудимого Чкадова. И подсудимому Чкадова Эрику Юрьевичу было разъяснено о необходимости заключения соглашения уже по своему усмотрению. Но как усматривается из его заявления, он не заключил, Чкадов не заключил соглашение с адвокатом. Но в соответствии со статьей 51 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия по делу необходимо обязательное участие адвоката в защиту интересов подсудимого Чкадова Эрика Юрьевича. В связи с чем судебное заседание не может быть сегодня продолжено слушанием. Состояние здоровья, которое усматривается из представленных актов, не препятствует продолжить судебное заседание в отношении подсудимых, которые я озвучила. Но, однако, повторюсь, в связи с тем, что подсудимый Чкадов не обеспечен защитой, участие защитника обязательно, в связи с чем дело откладывается на следующее, дело слушания откладывается на 11 октября 2022 года. Также будет направлено соответствующее письмо на имя председателя палаты адвокатов с требованием о предоставлении адвоката подсудимому Чкадову Эрику Юрьевичу по требованию в течение 3 дней, в которые последний должен явиться для ознакомления с материалами уголовного дела. На этом судебное заседание по делу объявлено закрытым. Что говорю, с моим здоровьем сегодня что-то случится, спартак, почки или как что-то произойдет, кто ответит за это. Я хочу знать, кто за это отвечает. По чьей юрисдикции сегодня нахожусь под стражей? Судебное следствие не окончено, но продолжается. Так же? Да, продолжается. Но я прошу о изменении меры пресечения. Суд выслушивает мнение участников процесса, и в том числе и вас, и по нему выносит соответствующие Я решения. говорю, если с моим здоровьем что-то будет, я умру, там в камере, кто будет отвечать за это? Нету, да, виновных не будет, да? Ответственных не будет. Мы обеспечили защитой, продление содержания под стражей вами не обжаловано, вы такого права не искались? Обжаловано. Не обжаловано. 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 Да? Президиум? Да. Президиум, может быть? Да. Президиум, да. Президиум даст оценку. Хорошо, будем ждать, если такого не умру. Там посмотрим, что будет. Прошу всех встать.